Россия крупнейший производитель алмазов в мире. Тем не менее, наши алмазы уезжают за границу и продаются в других странах, в других городах. Там же, в других странах и других городах происходит ограда. Уверен в том, что Богом данное преимущество Российской Федерации должно быть использоваться. Мы должны научиться продавать алмазы, делать из них бриллианты, делать из бриллиантов ювелирные украшения. Мы должны как можно больше рабочих мест создавать в Российской Федерации для того, чтобы быстрее развивалась Россия, быстрее развивался Дальний Восток. Поэтому хочу поблагодарить руководство компании, потому что они приняли это решение. Это было предложение со стороны правительства, просьба, но работа за ним. Они это сделали. Спасибо, желаю им успеха. Центр действительно состоится, будем помогать. Прекрасно понимаем, что есть тонкие моменты, что вопросы обработки, например, нельзя возлагать только на компанию, нужны меры государственной поддержки. Уверен в том, что мы найдем правильный метод. Спасибо. Ровно год назад Юрий Петрович была выдвинута официальная идея создания этого центра, и сегодня предложение было реализовано, Евразийский алмазный центр возник. Что это означает для Якутии, например, потому что мы все-таки являемся той территорией, субъектом Российской Федерации, где работает компания ГОСА, и которая сегодня набирает обороты. Компания в последние годы стала лидирующей компанией в мире по добыче, по реализации, но при этом все-таки бразильский регион оставался как бы на втором плане, потому что основной рынок был европейский и другие направления. Поэтому вот сегодняшнее событие например, для компании, для России, для Якутии является очень значимым событием, потому что направление ветра сегодня меняется в пользу европейского направления, соответственно, азиатского направления. И для нас это очень важный момент, потому что рынки Китая, других стран азиатского региона, они